Время 6 часов 18 минут. На улице плюс 4, но сейчас я вам покажу, как там на улице. Уже затопил печку. Изба остыла сегодня. Вон. Плюс 4. Но у нас такие заморозки ночные были. Я и смотрю, все в этом блестит, как будто после дождя. Это на инее уже растаял. Вот, пожалуйста, лед. Серьезные заморозки в Иваново. Все во льду. Не вовремя я открыл под нижним венцом. Я и смотрю, что-то изба сегодня. Ну, я ночью не подкидывал дрова. Что-то изба у меня остыла. Печка погасла, я имею в виду, и все. Стало холодно. Вот она. К утру холодно стало. Лед. Солнце уже высоко. Будильник делал в 5 часов. 5 часов встал, печку затопил, и уже 6:20. Ладно, сейчас попью чай. Чай уже закипел. Чай вчера на ужин ел суп, пол-кастрюли съел. Спалось хорошо. На новом месте, в новом углу. Что еще сказать? О, как слышно, он журчит чайник. Ну, закипел он. Хлеб с маслом. Чай с хлебом. Хлеб с маслом. С чаем попью. И уже выйду на работу. Буду также работать на улице. Что-то делать. Что-то делать будем. Ой, блядь, спина пипец. Такие, как будто током бьет. И завтра уже буду, наверное, возвращаться. Завтра поеду домой. Потому что основную работу я сделал сегодня еще. Целый день поработаем. Просто если я неделю еще здесь буду, вообще воды мало будет ехать. Не, завтра поедем, ребят. Все. Самое основное я сделал. Даже перебор. Ой, блядь. О. Да, спина, конечно. О. Так, ладно. Нормально сегодня заморозки. Даже вода замерзла.
Ну вот, ребят. Я на крыше амбара. Тут только у меня рубероид. Несколько слоев, но это качественный старый рубероид еще. СССРовских времен. А в наше время такое сейчас уже нигде не купишь. Здесь самодельные плахи. Это я здесь бензопилой пилил. Все делалось бензопилой. Что и там вот эти большие толстые плахи. Напополам, на 3 части пилил. Хорошо. Уралом вообще идеально пилить. Продольно. Урал это вещь, конечно. Бензопила. Так, ну что, сейчас я разберу вот эти доски. Сниму. И у меня 13 листов. 13 штук я эту сторону хотя бы закрою. А утреннее, вот как бы утреннее солнце сюда попадает и дневное солнце. Даже, скажем, если самый короткий день, все равно солнечные лучи на эту сторону попадают. Ну, лучше вот эту сторону я уберу, это закрою. Не хотел вообще, но минус будет в этом. Как сказать, в этих листах на амбар, потому что сход снега, если большой снег и сход снега, он просто этот снег попадает на амбар и могут мыши через этот снег проскочить, залезть. Так что, возможно, я там снизу потом доску еще прибью на лист, жестянку, потому что, чтобы снег не уходил. Да посмотрим, вот сейчас один сезон так будет, видно сразу, увидим. Если сход снега будет, все, сразу я прибью, как бы, чтобы снег не уходил, чтобы здесь он таял. Вот. А с избушкой пускай сходит, это не проблема. Сегодня из меня работник, конечно. Мама, не горюй. Что-то расслабился, наверное. Когда вот напряженно работаешь первые дни, вот ты хочешь это все закончить быстро-быстро. Но очень жестко работаешь и уже потом расслабляешься. Ну, по утру всегда так. Сейчас спина разомнется. Проснется моя спина и, конечно же, легче будет. Вот, ветер. Вчера был северный, сегодня юго-восточный. Даже с востока тянет. Возможно, будет теплее. Восточный ветер всегда нам несет тепло. Так, ладно, сейчас я это все сделаю, потом уже включусь. Надеюсь, хватит мне эти 13 штук листов. Птицы поют хорошо под музыкой, живая природа. Слышите? Амбар выше, чем изба. По лестнице там поднимался. Край крыши я имею в виду. Вот смотрите, где вот доска. Здесь, между прочим, лопнуло тоже. И вот тут доски не было. Он хороший, гладкий. А под доской вот образуются такие волны, во-первых. Здесь что-то тоже уже порвалось. Явно порвалось так. Не очень хорошее происходит под досками. Ну, сейчас под этим будет. Под листом алюминия. А так нормально еще держится рубероид. Еще уберу лишний мусор. Вот, смотрите. Вот, видите как? Это под доской так, волны. И это останавливает воду
потом все замерзает, и потом, как сказать, лопается, наверное, все. Как этот, ну, рыбороид, я имею в виду. Тоже что тут? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13 лист и кусок еще осталось. Не хватило, чуть-чуть. Не знаю, в избе есть, нету там. Лист еще один. Кусок сантиметров 30 надо. Вон там, в конце. Здесь тоже я доски убрал. Как бы эти торчащие концы я согнул вот так. Потому что если вот так оставить, ну вот такие иголки и всякого разного мусора туда зайдет. Ну, лучше сразу сделать. И было бы хорошо, если еще 15 штук листов было у меня. Я бы здесь все закрыл и все четко получилось бы. Бы-бы-бы. Монету. Бы-бы-бы. И туда бы еще 30-ку. 30, наверное, понадобится там. Если на избу у меня почти, ну, 80 с лишним, 70 с лишним листов ушло. 70 с лишним. Около 30 штук мне еще надо привезти. Но надо посчитать. В общем, посчитаю, сколько штук. И думаю, уже в будущем году займусь этой баней. Там также нижние венцы придется менять. Заметно он утонул. Я когда моюсь осенью уже потолок. Я человек рослый и до потолка уже приходится чуть-чуть нагибаться. Вот. Ну, люди в палатках моются, в принципе. Какая разница. Там еще можно несколько лет мыться. Потом уже, ну, будем думать. Нижние венцы менять. Вот, а сегодня я сейчас спущусь, посмотрю, может там есть у меня в наличии один лист хотя бы где-то завалялось. Ну, кусок, наверное, 30 сантиметров найду-то. И закручу, и все. Эти доски обратно прибью. А когда будут листы, когда привезем, то уже будем доделывать. Самое главное, западная сторона сейчас у меня закрыта. А южная сторона, восточная сторона всегда под солнцем. Если что, после дождя он быстро высохнет. Но раз начал, уже буду, конечно, доделывать. Уже раз крыша, вторая крыша под хорошей кровлей. Вот это будет тоже под кровлей. Ну и баня. Тут рядом с избой есть муравейник. Между прочим, муравейник этот кто-то раскидал. А где? Что-то их совсем мало. Эй, из-за холода, наверное, они так. Конфету принес им. Да. Увидели. Их обычно много. Но сейчас с утра очень холодно. И они не активные еще. Сейчас проверять начали, вон они. Джекпот для вас. Сладость. Если не забуду, еще придем, когда жарко будет, теплее. И посмотрим, как они начинают пробовать.
Теперь можно и чай попить. Уже 10 часов времени. Пипец, время летит. Сперва проснулся так. Ой, целый день еще впереди. Успею еще. Пока раскачивался, то до 9 часов как-то время тихо-тихо. После 9 уже начал газку. Ну что сделал? Тумбу. Дешевая и сердито. Еще пошире сделал. Потом я укоротил, думаю, это перебор. Ну, чтобы топить печку не мешает. Будет удобнее мне умываться. Выше сделал. И ведро тут там будет стоять. Совок. В принципе, есть место. Можно еще полку какую-нибудь сделать. Всякое, ну, по мелочи что-то положить. Но нет, думаю, не надо, потому что ведро, вот всякую помойку выливать там из чашки там заварку или еще. Вот еще сделал здесь полку. Смотрите, как ровно. Когда я делал, снимал, у меня чуть-чуть косо было. Потом я за кадром уже переправил. И сейчас просто идеально. Все идеально, ровно стоит. Вот, 3 задачи выполнил. Полка, тумба и на амбаре там еще, как сказать, крышу еще вот на амбаре там. Лист у меня тут еще, оказывается, есть штуки 3, может 4 целых листа. Что с ним сделаешь? Потому что мало. И эту сторону уже другой день, другой раз. Там вот кусок оставалось, я 2 таких нешироких куска было. Я вот этим и закрыл остаток. Все остальное уже может в следующем году или осенью. Осенью, думаю, лист я привозить не стану. Минимум груза надо набирать, потому что очень много завалов. Слишком груженным просто не вариант ходить по этой реке. Сейчас что я делаю? Осталось у меня территорию убрать. Вот эти доски, здесь бардак. И в одном месте есть сушина, лежит. Я видел. Небольшой. Толщиной диаметром на отсилы там 15 сантиметров или 20, грубо говоря, камлевая сторона. Наверное. Может, туда я схожу, не поленюсь, не так далеко. И спилю вот еще одну плаху вот сюда. Как сказать, где-то сантиметров 7 толщиной. Заправлю одной заправкой, но она справлюсь. Одну плаху еще спилю и дополнительно, наверное, с внутренней стороны вон туда поставлю. И все. На сегодня у меня, в принципе, если вот эти 2 задачи еще сделать на сегодня, хватит. Потом плаху одну спилить, территорию убрать и все. Просто отдыхать потом. Завтра уже все, газку. Завтра, возможно, покраска окон будет у меня. Я краску привез, покрасим окна. Если краска хватит, еще двери покрашу. У меня белая дверь, и пускай тоже белый покрасил, потому что светоотражение больше от белого. И, наверное, также, если краска останется, вот 2 рамы покрашу, с улицы покрашу и с внутренней стороны покрашу. А на остатки уже там еще двери. 0,8 литра я привез. Сейчас пью чай и дальше своими работами, своими делами заниматься. О, солнце появилось, смотрите, сколько их. Расшевелим их. О, конфеты
Конфету они уже облюбовали. Думают, как бы это затащить, муравейник. Но они это сделают легко. Сколько миллионов штук их тут. Там основная куча. Вот сейчас начало припекать солнце. И они вышли. Зашевелились. А я там потихоньку пилю. Как бы плаху уже спилил. Мне еще надо обрезать. Обрезку сделать. Вот. Не знаю. Что-то я не нашел. Рулетка с собой. А, наверное, где-то возле бревна, может, упала. Этот. Как же. Нить такая. Чтобы начертить вот это. Блин, как это называется-то? Сейчас найду, покажу вам. Не могу выговорить, блин. С головы вышло. Валежников до хранища тут. До хранища. Прям... Вон, смотрите. Везде кругом. Вот он. Плохо. Плохо, конечно, чуть-чуть. Ну, как сказать, не свежий, не первой свежести. Болонь спилил с обеих сторон. Вон он. Нить-то наша. Куда выпала. Вот. Я не знаю, как это называется. 15 метров. Ну вот. Зацепляешь, потом... Блядь, не могу вот объяснить еще. Не могу. Как же чертить, в общем, линию без линейки, без ничего там. Этой ниткой. Хрен с ним. Не знаю, как это выговорить. Так, вот, смотрите. Хотел из этой елки спилить. Потом увидел, вот, вон она. Хорошая тоже, в принципе. Что глаза берет, везде кругом валежники. Это ветровалы. Вот, смотрите, елка с березой даже. Вон, береза. Вот зависла, наверное. В скорое времени, наверное, тоже он упадет. Дятел. Где-то дятел или скрип. Этот, как его. Дерево. Ладно, сейчас немножко пила остыла. Да, и пила, ребят, бензопила. Я же говорил, что плохо начал работать. Плохо работает. Я сейчас, короче, поменял топливный фильтр. Ой, блин, что он? Топливный фильтр поменял. Бак полный. Заправился. От Husqvarna у меня БУ фильтр. Ну, рабочий фильтр. Тут в избушке был, а запасного, блин, как назло и нету. С собой не взял. Надо взять. Барабан сцепления, во-первых, фильтр топливный, свечи, ну и цепь, желательно шину с собой еще. Или вторую пилу. Не, реально, топливный фильтр. Вот начинаю пилить, и у меня как будто обороты падают. Фильтр там забился, там в избушке, я вам покажу. Да, Тулан? Вон он. Короче, где-то 60-ка, 70-ка получится. Вот это болонь тоже негодный. Ой, ты где был? Спишь целыми днями, ешь и спишь. Да? Курорт тебе сейчас. Осенью будем охотиться, сейчас ты как на курорте. Да. Короче, вот так. Бумс, бумс, бумс. И ровная линия будет. Хоть какой длины. Вот так вот. Короче, от нитки вот эта краска остается на бревне. Вон. Видите? По всей длине.
Ну и потом спилишь, и ровно будет. Даже и никакой линейки не надо. Напишите в комментариях, что за фигня, что за эта нитка такая, блядь, для чертения линий. Хрен поймешь. Не помню еще, никак вспомнить не могу.